27 сентября – одна из важнейших дат в новейшей истории Абхазии, в истории Отечественной войны 1992-1993 годов. Президент Аслан Бжани, члены правительства, депутаты, ветераны, матери погибших, общественность, школьники. В этот день вся страна склоняет головы перед подвигом воинов-защитников Родины, перед героизмом и самоотверженностью абхазского народа. Безусловно, у каждого ветерана, находившегося на линии фронта, своя история. Каждый из них не пожалел самое важное, что у него было – жизни для свободы своей страны. И даже спустя столько лет в памяти воинов-победителей остаются события тех лет, но они не любят рассказывать о своих боевых подвигах. 29 лет назад я был на Восточном фронте. Все мы очень сильно скучали за нашу столицу, за наш город Сухум, и все хотели попасть сюда. Ну, как вам известно, была проведена уникальная операция и был освобожден город Сухум. После этого грузины нигде не задерживались, бежали отсюда до самого Зугдиди. Мира, процветания нашей стране сегодня время очень неспокойное. Сами вы видите, вокруг нас что творится, и независимо от политических партий, мы один народ, мы должны объединиться, и у нас все будет хорошо. В операции по освобождению Сухума принимали участие добровольцы из Северного Кавказа, юга России, представители абхазской диаспоры Турции и Сирии. Весть об освобождении столицы ветераны услышали, находясь на разных линиях фронта. Трудно описать словами ту радость и ликование, которую испытывал весь абхазский народ после освобождения Сухума. Сухум мы ночью зашли с одной группой вместе с Басаевым. 3 дня и 3 ночи мы воевали, понимаете? На 4-й день уже со всех сторон Абхазии. Мы микрорайон ваш освобождали ночью. 54 человека нас вместе с Басаевым, вот он тоже командир взвода. Мы вошли, 7 километров пешком мы пошли ночью. Вот так темно было в тот день, ночь. Захватили, много стреляли, и потом грузины начали убегать. Мы эмоциями просто дальше шли, короче. Самое главное, дальше шли, мы эмоции живы остались. Где-то в Шевардадзе, короче, достали, там Агудзела где-то достали, сейчас село не помню. Его уже окружали ребята, но его приказом его вывезли, короче. Я хотел бы, чтобы справедливость была. А Абхазия несправедливые люди, чтобы здесь справедливость была. Наряду с мужчинами на защиту Родины встали и хрупкие девушки. Благодаря их мужеству и героизму были спасены сотни жизней абхазских бойцов. Наш батальон первый зашли. Ребята, мы многих потеряли, ребят. За железной дороги стояли. Когда освободили, стрелять начали, все побежали. И в тот день, ту минуту, Таня Марина. Прямо под ножи вот это ногу оторвала. И вот она пошла и в лоб получила. Самое всех жалко, но ее прям вот на глазах взяли. Чистое небо, вот как было, так и до конца нашей жизни пусть это будет, на наших детей. У меня брат старший тоже погиб. У меня такое было и радостно, и печально, что они не дожили вот этот день. Сегодня я всех поздравляю, чтобы не было войны. Тяжелее всего матерям погибших героев, сложивших головы за будущее Родины, не доживших до долгожданной победы. Сын Нины Габуния Тарнава, герой Абхазии Мираб Тарнава, погиб в мартовском наступлении. Я желаю живущим, чтобы войну никогда не видели. Я не эгоистка, радуюсь, что свобода Абхазии, за кого голову уложила наших детей, оно процветало, чтобы вам жилось хорошо, чтобы войну вы не видели никогда. Столица Абхазии Сухум отмечает 29-ю годовщину со дня освобождения. Вечная слава героям, защитникам Отечества. Вечная память павшим за освобождение столицы, за свободу Апсны. Алика Травш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.